Данное видео создано исключительно в развлекательных целях. Оно не несет цели кого-то оскорбить или обидеть. Приятного просмотра! Многие спрашивают о том, что делают ингуши, когда бегают по кругу и хлопают. Невежественные люди говорят, что это куфр и такого нет в исламе. Такие люди заблудились в данном вопросе. Это те, кто не получает знания по исламу и другим не дают. Держитесь от таких подальше. Когда мы совершаем тауаф, мы тоже ходим вокруг Каабы, разве это куфр? Конечно нет. Если попросить у них далиль на запрет восхвалять Аллаха в каком-либо положении, они не смогут ответить. Наоборот же, они скажут, что ты можешь восхвалять Всевышнего хоть стоя на голове. Передал имам Ахмад в книге Муснаде хадис, что эфиоп танцевали перед посланником Аллаха, воспевая на своем языке «Мухаммад, благочестивый раб Аллаха». Посланник Аллаха, мир ему, спросил, что они говорят. Ему сказали, они говорят «Мухаммад, благочестивый раб Аллаха». Пророк, мир ему, не остановил их. Не сказал нельзя харам, что дает нам понять, что восхвалять Аллаха и его пророка таким образом дозволено. Абу Хурайра передает, что пророк сказал: несомненно, у Аллаха есть ангелы, которые ходят в поисках собраний, на которых читают зикр. Маджалис аль-Зикр это доказывает законность собраний суфиев, читающих зикр. Когда они находят такие собрания, они зовут других ангелов, присоединяются и сидят с ними. Сам Аллах сделал движение во время его поминания и ниспослания его писания из качеств также и бездушных предметов. Сказал он: свят он и велик, описывая камни, и воистину из них те, что рассекаются, и из них течет вода, и воистину из них те, что падают, спускаются сверху вниз от боязни перед Аллахом, а ваши сердца не переживают, не смягчаются и не смиряются. Сура Аль-Бакара, аят 74. Также Аллах, пресвят он, сказал: если бы мы не спаслали этот Коран горе и в ней было бы создано осознание как у человека, то ты увидел бы ее смиренной, раскалывающейся, разрывающейся от боязни перед Аллахом. Сура Аль-Хаш, аят 21. В противоположность этому, Всевышний Аллах порицает в предыдущем аяте обладающих жестокими сердцами, которые не переживают и не трогаются поминанием Всевышнего Аллаха. Так Аллах, свят он и велик, сказал: горе наименование мук тем, чьи сердца жестоки от поминания Аллаха, то есть от принятия Корана, они находятся в явном заблуждении ясном. Сура Аз-Зумар, аят 22. Также Аллах, описывая лицемеров, сказал, как будто они из-за отсутствия понимания вместе с большими телами неподвижные ПНИ, прислоненные к стене. Сура Аль-Мунафикун, аят 4. Также, порицая неподвижность и отсутствие реакции во время чтения священного Корана, он, свят он и велик, сказал: разве этому повествованию, то есть Корану, вы удивляетесь, отрицая, и смеетесь, издеваясь, а не плачете, слыша его радостное обещание и увещевание Адам? Будучи беззаботными, самидун, играясь, будучи в небрежности по отношению к тому, что от вас требуется. Сура Ан-Наджм, аяты 59-61. Если взять толкование слова сумут как хумут, неподвижность, как это передали Аль-Маварди, Аль-Куртуби и другие в толковании этого слова от Аль-Мубарида. Что касается доказательств из Сунны, то имам Ахмад в Муснаде и Ибн Хибан передают хадис Анаса, да будет Аллах доволен им, что эфиопы делали ракс перед пророком, мир и милость Аллаха ему и его семье, и говорили на своем языке: Мухаммед, праведный раб. Цепочка передатчиков данного хадиса в обоих достоверных сборниках в хадисе от Айши, да будет Аллах доволен ей, кроме слов Мухаммед, праведный раб. Это предложение, восхваление пророка, мир и милость Аллаха ему и его семье, и это входит в зикр. А пророк, мир и милость Аллаха ему и его семье, не возразил произношению этого в то время, как они играли с копьями в мечети. Хафиз 5, Аль-Кади 6 и Яд, да помилует его Аллах, в книге Икмаля Аль-Мулим Бифавайт Аль-Муслим сказал: издательство. В нем самое сильное доказательство на разрешенность этого, то есть того, что делали эфиопы из танца, так как пророк, мир и милость Аллаха ему и его семье, не только не порицал их действия, но и побуждал их к нему. В этом издании опущенный момент, приведенный в книге Ат-Таратипали Дарии шейха Абдуль-Хай Аль-Катани. Имам Ахмад, Ат-Табарани и Аль-Базар, а его передатчики надежные, передали хадис Шадада ибн Авса, да будет доволен им Аллах, который сказал: мы были у посланника Аллаха, мир ему и милость Аллаха, и он сказал: есть ли среди вас посторонний? Мы сказали: нет, а посланник Аллаха.
Тогда он велел закрыть дверь и сказал: поднимите руки и скажите: нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Так что ингушский зикр — это не харам. А тот, кто отрицает суфизм, тарикат, коллективное зикр, упоминание Аллаха, мавлид, четкий и так далее, должен аргументировать свою точку зрения аятом Корана, достоверным хадисом, иджма. Можно привести еще очень много мнений великих ученых Ахлю Сунны. Что касается Ибн Таймии, Ибн База, Аль-Бани, Мухаммада ибн Абдуль-Ваххаба, Джамиль Зину, Ибн Каима, то это сомнительные личности, очень часто противоречащие иджмау ученых Ахлю Сунны. По этой причине их точки зрения не принимаются как довод, и не надо никого обманывать, опираясь на их взгляды. А также по поводу кунта Хаджи Кашиева, который принес ислам в Ингушетии, многие говорят, что он принес неверие. Как он мог перенести неверие в Ингушетии, если Аллах имеет любимцев из числа людей, которые поклоняются ему, оставив все мирское? А как мы знаем, Хаджи был из них, сын Киши, который был крови Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, который со своими сподвижниками привел в ислам народ. Как он мог принести заблуждение?